Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии. Айсан Николаев расскажет об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на 27 августа. Айсан Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. На сегодняшний день у нас по республике за последние сутки зафиксировано 44 случая новой коронавирусной инфекции, из них 20 город Якутск, 5 это подтвержденные анализы по Оленёвскому УСУ, по 3 Мирнинский и Меляно-Кангаласский район, ну и в нескольких районах по 2, по 1 случаю. У нас сегодня 25 человек находятся в крайне тяжелой ситуации, из них 4 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Хочу сказать, что в целом у нас за последнее время, 16 августа, наблюдается стабильное снижение заболеваемости. Мы сейчас вышли на уровень порядка 45 случаев в день и ниже. Из них примерно половина по городу Якутску. То есть если раньше у нас 80% заболеваемости приходилось на город Якутск, то вот последние дни мы уже видим, что примерно 50 на 50 между городом Якутском и остальными муниципальными районами. Вместе с тем, конечно же, ситуация остается такой напряженной. У нас коэффициент распространения коронавирусной инфекции, он где-то в районе единицы, от 0,9 до единицы. Главный санитарный врач республики внес в мой адрес предписание о том, что все-таки нам ограничительные меры, которые остались, необходимо продолжить. И сегодня такой указ соответствующий будет выпущен, хотя, конечно, при этом некоторые послабления в части работы культурных учреждений и так далее мы будем делать. Но ко мне поступает много вопросов по работе бассейнов, по работе кинотеатров. По ним принято решение, что все-таки мы будем их открывать при стабилизации ситуации с 15 сентября этого года. Сегодня на оперативном штабе республиканском мы очень подробно обсудили открытие учебных заведений с 1 сентября по республике, начиная от детских садов, заканчивая вузами. Хочу сказать, что в целом решения все приняты. У нас учебный процесс начинается в очной форме в целом по всей республике. Вместе с тем, конечно же, по каждой группе заведений будут приняты отдельные решения. По детским садам там все понятно. С 1 сентября они все начинают работать в очном режиме с соблюдением определенных новых требований, которые уже доведены до всех детских садов. И я думаю, что здесь никаких вопросов не возникает. По работе средних специальных учебных заведений и вузов в сентябре месяце, кроме как первые курсы будут учиться в очной форме, все остальные будут учиться дистанционно или будут проходить практику. Это в течение сентября. И если ситуация будет позволять, то с 1 октября они уже перейдут на обычный режим работы. Больше всего вопросов было по школам. Принято решение, что школы в населенных пунктах до 5000 человек будут работать в обычном режиме, без никаких нововведений. Конечно же, с соблюдением тех санитарных норм, которые сегодня уже есть, масочный режим, обеззараживание воздуха. По школам в населенных пунктах, где свыше 5000 человек, принято решение рекомендовать муниципальным районам и городским округам в случае необходимости принимать решение, что в очной форме будут учиться классы с 1 по 4, то есть начальная школа, и 9 и 11 классы. По основным предметам 9 и 11 класс. Остальные дети могут учиться в дистанционном режиме, но опять же при необходимости могут какие-то курсы, уроки проходить уже в очной форме в школах. Но хочу обратить внимание, что это только рекомендация. Окончательное решение принимают главы муниципальных районов и городских округов на местах. В частности, по городу Якутску мы сегодня обсудили с мэром города. Принято решение, что по поселкам, которые входят в городской округ, по селам, дети будут учиться в нормальном режиме, так как обычно, а в центральной части города как раз по тому режиму, который нами рекомендован. А, например, в Нерюнгри, где позволяет учебу проводить в очной форме без никаких ограничений, будет соответствующий учебный процесс происходить так, как обычно. Поэтому здесь последнее слово за главами муниципальных районов и городских округов. Рекомендации от республиканского оперативного штаба по организации учебного процесса, они уже все доведены. Конечно же, мы очень сейчас просим родителей
максимально прививать своих детей от гриппа. Это тоже необходимо, потому что сейчас как раз время сезонных болезней, вот ОРВИ, грипп. И сегодня вакцина вся уже в республику поступила по гриппу, и необходимо нам ее как раз в ближайшие недели уже до школ довести, и с тем, чтобы в школах непосредственно все прививки были поставлены. Это очень важно для сохранения здоровья детей. Ну, это такой опасный период, когда как раз с одной стороны и ковид у нас так есть, и с другой стороны вот как раз сезонные заболевания, которые могут здоровью детей тоже повредить. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии о текущей эпидобстановке в регионе. И мы переходим к другим новостям. Охватить бесплатными прививками против гриппа планируется 60% якутян. Первая партия вакцины от гриппа и ОРВИ поступила в количестве 11 тысяч штук. Остальное поступит в ближайшее время. Первый этап начался на прошлой неделе. Вакцину получили медработники и дети в определенных группах. Завершиться прививочная кампания должна до 15 октября. Всем детям, которые посещают детские дошкольные образовательные учреждения, мы сделаем вакцинацию на местах. Это в детских садах. Там же мы им проведем туберкулинную диагностику, пробу МАНТУ. И там же мы им проведем медицинский осмотр перед поступлением в садик. Они теперь в поликлинику приходить за справками не будут. В школьникам мы тоже всем проведем вакцинацию на местах. И там же мы проведем медицинский осмотр школьников всех. Что касается взрослого населения, то всех работающих мы проведем вакцинацию на рабочих местах. Для населения, которое не работает, мы организовали 2 кабинета с отдельными входами, где будут проводить вакцинацию. 1 сентября в школы Якутии пойдут более 154 тысяч учеников, из них более 15 тысяч – это первоклассники. Об этом сообщает Министерство образования республики. В новом учебном году школьникам предстоит учиться в новых условиях, а потому и подготовка школ отличается от привычной. Помимо организации учебного процесса, школы обеспечивают и безопасность учеников. Это термометрия у входа, санитарная обработка помещений и сведение к минимуму контактов между классами. С точки зрения организационных мероприятий, исходя из особенностей школы, школы готовят учебный процесс по-разному. Данная гимназия, она готова к новому учебному году. Здесь планируется использование различных входов для того, чтобы разделить потоки. Более 62 тысяч школьников младших классов обеспечат горячим питанием в этом учебном году в Якутии. Объем федеральной субсидии составляет более 419 миллионов рублей из расчета 75 рублей 79 копеек на одного ребенка в день. Однако работники образования говорят, что в Якутии средняя цена на питание выше. Откуда и как будет финансироваться оставшаяся часть? Появятся ли в новом учебном году такие понятия, как здоровое питание и качество пищевой продукции, узнавала Лена Шагина. Каким должен быть ежедневный рацион у ребенка, Виктория Кантоева знает не понаслышке. Организованный 3 года назад ее проект «Перемена» для детей с избыточным весом сегодня обрел небылую популярность. Звонят даже из других городов России. Так получилось, что аналогов проекта в стране нет. Хотя проблема детского ожирения сегодня довольно распространенное заболевание. Привлекли несколько наших родителей и провели зимой, получается, большой родительские рейды в школах, охватили более 10 школ города Якутска. И картина весьма серьезная, есть много проблем. В первую очередь это в столовых много выпечки, хлебобулочных изделий, чай обязательно сладкий, хлеб белый. В коридорах стоят автоматы, ларьки со сладостями тоже, то есть все в доступе. Мороженое, шоколадки, все что угодно. У ребенка всегда карманные деньги, и может он на голодный желудок всегда постоянно есть мороженое, и это все превращается в жир. Ранее говорилось о том, что помимо обязательного горячего питания младшеклассникам улучшат и качество рациона. Хотелось бы, чтобы было здоровое питание, чтобы давали фрукты. Вообще, если посмотреть по меню, оно же должно быть разнообразно. Там должно быть молочка, фрукты. Это вот то, что Санпин требует. В данное время, по-моему, в некоторых школах такого нету. А в вашей школе? В нашей школе, это у нас северная школа была. По крайней мере, конечно, там нету. Но в этой школе, не знаю, посмотрим.
В новую школу то есть идете? Да, в новую школу идем. Ага. Обычно что дают? Пельмени, да? Булочки давали какие-то, ну вот что-то такое, вот макароны с котлетой бывали. В региональном министерстве образования пояснили, что в данное время в разработке находится так называемое единое меню для школьников. При этом принципиальных изменений в рационе не предусматривается. Как и ранее, школьники будут питаться по санпину. В настоящий момент по субъектам идет работа по разработке единого типового меню. Там ничего тоже принципиально такого? Ничего принципиально нового нет. Допустим, какие-то потребности специально для северных детей? Но я хочу отметить, что при разработке меню различные наборы продуктов питания, в том числе местная продукция, рыба, оленина, жеребятина, они учитываются. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных организациях разрешают вводить в меню, значит, местную продукцию. То есть новшества в этом нет. При этом родителям все равно придется платить за питание. Федеральная субсидия в 75 рублей и 79 копеек. Это усредненная цифра по России. Причем она рассчитана только на однократное горячее питание. В Якутии же порядка 98% младшеклассников охвачены двухразовым питанием. При этом ежедневный рацион варьируется от 117 рублей до 290 рублей в зависимости от района. Чтобы было понимание, что в каждом муниципальном районе будет своя стоимость горячего питания, однократного и двухкратного горячего питания для обучающихся. Поэтому мы проводим уже на протяжении многих лет разъяснительную работу, что стоимость питания формируется из нескольких источников в обязательном порядке. То есть питание будет формироваться не только за счет федерального бюджета, но и республиканского. Помимо этого свою лепту внесут муниципальные бюджеты, внебюджетные источники и, конечно же, родители. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. К другим темам, 45 лесных пожаров действуют на сегодня в Якутии. По данным авиалесоохраны, огнем пройдено чуть более 53 тысяч гектаров. Активное горение наблюдается менее чем на 80 гектарах. За сутки возникло 10 пожаров и 7 ликвидировано. На тушение привлекалось 390 человек и 75 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется на территориях Кобяйского, Мирнинского и Тампонского районов, где зарегистрировано 17 очагов. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Совершенствование программ «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный гектар» и решение проблем аварийного жилья. Правительство России подготовило нацпрограмму развития Дальнего Востока в перспективе до 2035 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании у президента Владимира Путина. По словам Мишустина, о необходимости совершенствования действующих программ рассказали сами жители Дальнего Востока. Премьер также отметил, что при разработке программы эксперты Министерства развития Дальнего Востока и Арктики проводили консультации с представителями общественности. Итоговый документ определяет вектор развития каждого из 11 субъектов Дальнего Востока, учитывает их специфику, содержит конкретные шаги, некоторые необходимые для достижения национальных целей. Якутскую кампанию отметили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Особое внимание организаторов мероприятия было уделено выставке. Она собрала 28 тысяч единиц вооружения. Посмотреть на демонстрацию военной мощи России приехали свыше 90 делегаций из разных стран мира. Но «Армия-2020» – это не просто выставка. На форуме также проходят мероприятия патриотического воспитания. Это, например, экскурсии в главный храм вооруженных сил или работа выездного пункта отбора на контрактную военную службу. Форум также является и мощной научно-деловой площадкой. Так, одна из сессий была посвящена теме авиации. Было отмечено, что авиакомпания «Якутия» проявила очень высокую активность в период пандемии. Речь идет о вывозных рейсах и перевозках сотрудников с месторождений. Вы знаете, что авиакомпания «Якутия» в том числе сегодня заявилась на участие в программах ООН. Поэтому мне кажется, что мы нашли общий язык и с специалистами авиационной промышленности, и с руководством Министерства обороны, и авиакомпании республики сегодня рассматриваются как одни из основных авиакомпаний, на которых можно было бы эту работу проводить на территории Дальнего Востока. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.